Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Лампаду с частичкой вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду, доставили в Сухум в музей боевой славы. В селе Гумыста торжественно открыли мемориальный комплекс памяти погибших защитников Отечества. Генеральная репетиция торжественного марша парадного расчета Министерства обороны прошла у памятника неизвестному солдату в Сухуме. В Москве на Манежной площади начал работу международный пресс-центр, где работают журналисты из разных стран, в том числе и наши корреспонденты. Частичку вечного огня доставили в Сухум. В рамках международной акции «Огонь памяти» почетный караул 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации передал музею боевой славы лампаду с частичкой вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду на могиле неизвестного солдата. В церемонии принял участие президент Бадыр Гунба, а также спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, представители духовенства, общественности и школьники. Репортаж Алики Трапш. Военнослужащие 7-й российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, торжественно передают почетному караулу Минобороны Абхазии лампаду с частичкой вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду на могиле неизвестного солдата. Частичку огня доставили в Сухум представители общероссийского движения «Народный фронт России». Цель акции – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир. Мы собрались, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мы гордимся своими героями, имена которых навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Международная акция «Огонь памяти», в которой присоединилась сегодня и Абхазия, объединяет поколения и народы, напоминая нам о высокой цене, которую заплатили миллионы людей. Это очень важно для сохранения исторической памяти. Хочу поздравить граждан нашей страны с этой великой победой. Победа, которая дала нам шанс жить и развиваться. Символ памяти, бессмертия и победы – неугасающее пламя, которое вот уже много лет горит в честь героев Великой Отечественной войны. Организаторы международной патриотической акции «Огонь памяти» представительство Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны Республики и посольства России. Мы все знаем, что 17,5 тысяч жителей Абхазии не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. 55 тысяч приняли участие, 23 героя Советского Союза, 3 полных кавалера Ордена Славы и многие остальные, награжденные медалями и орденами, для нас как бы являются мостом к той памяти, которую мы храним в наших сердцах, и является мостом между нашими военными, которые сейчас сражаются на фронтах специальной военной операции и которые совсем недавно освободили Курскую землю от украинских нацистов. Мы всегда будем признательны абхазским добровольцам, которые, начиная с 2014 года, защищали идеи, которые разделяют наши народы, и которые сейчас успешно воюют в этой зоне. Передача частички вечного огня символизирует вечную память о подвигах предков, о тех, кто сражался за Родину. Этот акт напоминает нам о важности сохранения исторической памяти, ее передачи из поколения в поколение. Хотелось бы отметить, что в этом году, благодаря поддержке российских и абхазских партнеров, в республике проходит беспрецедентное количество культурно-гуманитарных акций, прежде всего посвященных Великой Победе. В состав делегации Народного фронта России, доставившей частичку вечного огня в Абхазию, входят сенатор России, гроссмейстер, член Центрального штаба Народного фронта, участник команды Путина Сергей Корякин, руководитель регионального фронта в Республике Крым Алла Вертинская и актер, режиссер, участник Народного фронта Тимур Тания. В 2025 году акция уже охватывает 20 государств Европы, Азии и Африки.
Сопровождает «Вечный огонь» по России и в других странах участники команды Путина. И мне очень приятно быть в их числе, и для меня это большая честь. Отдельно хотел бы поблагодарить братский народ Абхазии за то, что помогают России отстаивать свой международный суверенитет. Также в рамках акции лампады с частицей вечного огня передали главам районных администраций, представителям духовенства, Госмузею боевой славы. Кроме того, Музею боевой славы была передана капсула с землей, привезенной из братской могилы Крыма. Собравшимся была представлена концертная программа, исполнены военные песни, а также школьники прочли стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Также в рамках акции «Огонь памяти» состоялся мотопробег абхазских и российских мотоциклистов и возложение цветов к памятнику неизвестному солдату. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Зона для воркаута, футбольное мини-поле и детская игровая площадка. Все это теперь в распоряжении жителей села Гумыста, где торжественно открыли мемориальный комплекс памяти погибших защитников Отечества. Красную ленту перерезали президент Бадра Гунба и глава армянской общины Абхазии Алик Минасян. Шазина Ханагуа расскажет подробности. Сквозь десятилетия, сквозь года память о героях Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии остается живой и трепетной нитью, связывающей поколения. Эти события стали символом мужества, стойкости и беззаветной любви к родине. В селе Гумыста царит особая атмосфера. Торжественно под песни военных лет красную ленту перерезали президент Бадра Гунба и глава армянской общины Абхазии Алик Минасян. Мемориальный комплекс стал живым свидетельством подвига, чье мужество спасало мир. Это не просто событие, это личная благодарность, чтобы дети, внуки и правнуки знали, чьими руками ковалась победа. Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, общественность республики. Имя каждого защитника вписано в историю золотыми буквами. Память об их подвигах не меркнет. Великая Отечественная война и Отечественная война народа Абхазии прошла через судьбы многих людей. И практически каждая семья хранит реликвии того периода. Вспоминает родственников, которые принимали участие как в боевом, так и в трудовом пути к победе. Открытие данного мемориального комплекса является возможностью еще раз увековечить память героев, подчеркнуть преемственность поколений, чтобы память, которую воздвигли эти герои, не подлежала никакой ревизии, чтобы будущие поколения знали правду, историческую правду. Еще отдельно хочу сказать от себя лично и от всей администрации большую благодарность выразить Алику Арудиновичу Минасян за тот труд неимоверный, который он вложил в этот комплекс, и за всех тех, кто рядом с ним стоял. Этот мемориальный комплекс стал центром притяжения. Он служит не только для сохранения памяти о героях, но и стал пространством для активного и здорового отдыха. Комплекс объединяет 4 памятника в честь выходцев из села Гумыста, павших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также мемориал, посвященный жертвам Ладской трагедии и Афганской войны. Здесь футбольное мини-поле с естественным озеленением, детская игровая и спортивная площадки. Комплекс также обустроен прогулочной зоной, питьевым фонтаном. Все необходимые удобства, включая санузел, также предусмотрены. В начале 90-х с судьбой нам выпало познать, что такое защищать Родину, так, как делали это наши деды. В этом особый символ сегодняшнего торжества, мероприятия. Мы открываем мемориальный комплекс в честь героев, покрывших себя неведомой славой защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и современников, которые вошли в ряды добровольцев в период Отечественной войны народа Абхазии. В 1941 году на фронт ушли сотни гуместинцев. Многие героически сражались, сложили головы и не вернулись к родным очагам. Этот монумент не просто скульптура. Жители села Гумыста гордятся своей историей, так как один из 23 героев Советского Союза, выходцев из Абхазии, Арутюн Чакрян, является их земляком.
Комплекс был построен на средства армянской общины при личной поддержке председателя организации Алика Минасяна. Строительство началось около полугода назад. Его открытие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Посильный вклад в строительство комплекса внесли и жители Сухумского района. Это знаменательное событие не только в жизни отдельно взятого села, а для всей республики. Подрастающее поколение, приходя сюда, будет проходить мимо плит с именами своих великих предков и непременно задумается о том, какой ценой досталось это чистое небо. Возможность жить в свободной стране, без выстрелов и без взрывов снарядов. Мы должны и сделаем все, чтобы будущее поколение больше никогда не видели войну, а знали о героическом прошлом из учебников истории. Я прежде всего хочу выразить слова благодарности тем, кто участвовал в строительстве, в создании этого комплекса, этого чудесного памятника, где собраны участники, погибшие и в Великой Отечественной войны, и в Афганской войне, ну и, конечно же, войне народов Абхазии. Огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Выступая на церемонии открытия, президент Бадра Гунба поздравил всех с Днем Великой Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о героях. Глава государства также выразил благодарность армянской общине за их вклад в создание мемориального комплекса. Сегодня знаменательное событие – открытие мемориального комплекса. Не было бы одной победы, не было бы и другой победы. Это все взаимосвязь поколений героев, которые готовы отстаивать право народа на существование, право развиваться и жить на родной земле. Это очень важно, когда мы сохраняем память о тех людях, которые навсегда вписали свое имя в историю наших народов. Вечная слава героям, вечная память нашим героям. С праздником Великой Победы поздравил чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Я хотел бы отметить очень важную связь времен. Мы все когда-то жили в единой стране, которая называлась Советский Союз. Мы все до сих пор чтим память тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в 1941-1945 годах. Мы также вспоминаем сегодня тех, кто сражался во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Мы отмечаем, что и тогда противостояние грузинской агрессии носило характер общечеловеческий. Помимо абхазов, помимо армян, здесь сражались и русские. И русские, этнические русские, и ребята из северокавказских республик, и казаки. Очень важно, что память об этом братстве, боевом братстве, хранится в сердцах и россиян, и жителей Абхазии. В рамках торжественного открытия мемориального комплекса состоялся праздничный концерт. Звучали песни военных лет, стихи. Это были не просто литературные строки. Это боль и гордость, слезы и сила, память и благодарность, застывшие в словах. День Победы. Это гордость всей страны. Это мир над головой. Это значит нет войне. Да будет мир! В завершении мероприятия всем, кто принимал участие в строительстве, были вручены благодарственные письма. Шазина Ханагуа, Амра Зарандия, Иналк Винджи, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Ачимчире торжественно открыли памятник герою Советского Союза Варламу Габлия. В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Биглава, спикер парламента Лаша Шуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба. Они возложили цветы к подножию памятника Варлама Габлия. Новый памятник установлен рядом с памятником воинам, павшим в 1941-1945 годах. Здесь же была развернута выставка архивных фотографий Варлама Габлия
Габлия документов военных лет, которые будут переданы в местный музей. Старший сержант, герой Советского Союза Варлам Габлия воевал на Южном, Северокавказском, Закавказском, 4 и 3 украинских фронтах. В марте 1945 года под городом Эстергом, Венгрия, 4 суток вел бой в составе батальона в отрыве от главных сил бригады. Минометчики уничтожили большое количество живой силы противника. Был тяжело ранен, но с поля боя не ушел. Демобилизовался в июне 1945 года. После демобилизации жил в городе Ачамчира. Администрации Гудаутского и Ярославского районов восстановят памятник советским летчикам в Гудауте. 7 мая прошла церемония возложения цветов памятнику, в которой приняли участие глава Гудаутского района Валерий Авицба, руководитель администрации Ярославского района Николай Золотников, депутаты райсобрания, военнослужащие Абхазской армии и 7-й российской военной базы. Работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты вперед с 43 по 87 годы. На нем выгравировано 7 имен. После реставрации в Ткварчале и селе Губиди Ткварчалского района открыли памятники героям Великой Отечественной войны. Почтить память героев, отдавших жизни за спасение Родины от фашистских захватчиков, пришли школьники и местные жители. В проекте восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии участвуют 82 абхазских села. Более 77 миллионов рублей на работы выделены из Российского фонда президентских грантов. Восстановление памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии также идет в 9 селах Галского района. Ход работ оценивает специальная комиссия. Особое внимание уделяется сохранению исторической ценности мемориалов и участию местных жителей. Работы выполняются добросовестно и в срок. Большая часть объектов будет полностью готова к 9 мая. Наша организация получила поддержку фонда президентских грантов, и в рамках этого проекта мы сейчас поддержали восстановление памятников в 82 селах Абхазии. Ну, во-первых, когда мы принимали решение о финансировании сел, то мы опирались на заявки, которые пришли из сел. То есть сами жители говорили, какой памятник они хотят восстановить, что они хотят сделать. И мы очень рады, что в эту работу включились все жители, что это получилась такая реальная народная стройка, когда и старый, млад, все вместе, каждый делал какую-то посильную работу для того, чтобы к 9 мая успеть привести в порядок все эти места и вспомнить всех тех, кто погиб, защищая наше мирное небо. Памятник землякам-героям Великой Отечественной войны открыли в поселке Цандрепш. Камень на месте будущего памятника был заложен местными жителями еще в 2015 году. Его удалось построить в рамках проекта по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны. Президент Бадра Гунба встретился с уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария. Бадра Гунба ознакомился с результатами мониторинга мест лишения свободы в Абхазии, представленными Кишмария. Речь шла о проблемах оказания психиатрической помощи гражданам, о вопросах, связанных с предотвращением семейно-бытового насилия, проблемных ситуациях с получением социальных пособий гражданами на территории Российской Федерации. Президент подчеркнул важность обмена информацией и регулярного общения с омбудсменом. Президент Бадра Гунба побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласурия, которому в феврале исполнилось 100 лет. В мае 1945 года он дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Глава государства поздравил ветерана с 80-летием Победы и пожелал ему крепкого здоровья и бодрости духа. Амацараугзов, харты нугзалаги, шарей швистши яда пшиза фурхатара и нугзалаг патух заку. Шара
шымя шфархаҵами инажгӡаз алшара ҳанаҭеит, иахьа ҳажәларгьы еиқәнархеит, абиԥарақәа ҿыц ираны иҟоу алшара рышәҭеит. Аиразы убри аганахьала ҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Амала акзаҵәык аҳәарас иҳамоу акоуп, акыр шықәса шәгәы бзианы шәшьышәыр ҳагымзаат. Ветерана войны Ипполита Гадели от имени президента Абхазии Бадры Гунба поздравили с 80-летием Великой Победы. Поздравительный адрес ему вручил начальник управления капитального строительства Демир Гамисония. Как выяснилось, недавно в доме ветерана был пожар. Дом восстановили, но не полностью. Начальник УКС пообещал, что в ближайшее время ветерану установят новые окна. Сотрудники ГСО поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Ломакину, которой в этом году исполнилось 97 лет. От Государственной службы охраны Республики Абхазия от Дмитрия Сергеевича Дбар. Это тоже вам. В этот светлый праздничный день желаем вам, Мария Филипповна, а также всем ветеранам крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть каждый момент жизни будет наполнен радостью и теплом. Спасибо за вашу смелость и преданность. С Днем Победы! Вообще я хочу поздравить Абхазию, это самое, с 80-летием окончания войны, вот, чтобы никогда не было войны. Ту войну пережили, конечно, очень тяжело. Вот, теперь мы уже знаем, как это. Вот сейчас вот бедные воюют солдаты, как сейчас обидно, что они сколько их погибает. В общем, я поздравляю, дай Бог им крепко всем здоровья, чтобы дети учились, чтобы все были здоровые, счастливые. Вы знаете, дружите, помогайте друг другу. Генеральная репетиция торжественного марша парадного расчета Министерства обороны прошла у памятника неизвестному солдату в Сухуми. Военнослужащие отработали каждый шаг, чтобы 9 мая отмаршировать без единой ошибки. В этом убедилась Гугу Цавардания. Пока военный оркестр Министерства обороны настраивает музыкальные инструменты на песни военных лет, военнослужащие оборонного ведомства готовятся оттачивать строевой шаг, синхронность и четкость. Главные аспекты парадного расчета. Так проходит генеральная репетиция марша в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном марше Победы примут участие военнослужащие Министерства обороны и 7-й российской военной базы, а также сотрудники силовых ведомств. Командовать проходом пеших колонн будет начальник управления боевой подготовки Беслан Мушба. Принимать парад первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Свижба. Поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Как вы сегодня видели, мы провели генеральную тренировку. Подготовка шла в течение 2 месяцев. Командиры воинских частей слаживания своих коробок подразделений подготовку проводили у себя на пункте постоянной дислокации. Мы, в свою очередь, для слаживания парадного расчета проводили в неделю 1-2 раза занятия, тренировки на этом месте. В параде Победы задействованы авиация и береговая охрана. В пятницу 9 мая в 10:00 у памятника неизвестному солдату пройдет церемония возложения. Далее состоится митинг. В 12 часов отсюда стартует торжественное шествие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гугу Цавардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Торжественное собрание, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Министерстве обороны. Со знаменательной датой военнослужащих поздравил первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Свижба. Участников торжественного собрания с праздником Победы также поздравили глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, заместитель начальника отделения военных советников 7-й военной базы Василий
Василий Власов. Отличившихся военнослужащих наградили медалями и грамотами. Также были присвоены очередные воинские звания. По завершении торжественного собрания прошел праздничный концерт. 23 воина из Абхазии стали героями Советского Союза. Пример героической стойкости и беззаветной преданности Родине поколение победителей в Великой Отечественной войне всегда вдохновлял и определял линию поведения тех, кто уже в период Отечественной войны народа Абхазии защищал свою Родину. И сегодня нынешнее поколение воинов вооруженных сил добросовестно выполняет свой воинский долг, проявляет выдержку и стойкость в совершенствовании боевого мастерства. 9 мая – священный праздник, который занимает особое место в наших сердцах. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. Глубокая благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, воинам и труженикам, которые прошли все беды и тяготы войны. Сегодня достойные наследники поколения победителей ежедневно совершают героические поступки в зоне специальной военной операции, отстаивают национальные интересы России, нашего союзника и стратегического партнера. Это великий день, день, который 80 лет назад наши деды и прадеды завоевали непростой ценой, ценой жизни миллионов сограждан всего Союза. В наше непростое время, когда противник не только на поле боя, он еще действует также на просторах информационных, пытаясь стереть память Великой Победы и придать иное значение всем событиям, которые происходили здесь. Но мы с вами являемся достойными продолжателями славных традиций и не дадим противнику и всем тем, кто хочет стереть этот великий день, великий подвиг, мы с вами не дадим этому произойти. В Москве на Манежной площади в преддверии Дня Победы начал работу Международный пресс-центр. Журналисты из разных стран, в том числе и наши коллеги Анна Лагула и Джамбул Чхапелия, готовятся рассказать и показать, как проходят мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Международный пресс-центр на Манежной площади. Здесь собрались журналисты из разных уголков света. До парада осталось 2 дня, потому суета внутри центра постепенно увеличивается. Все события будут транслироваться онлайн из этого места, и абхазское телевидение является частью этой ответственной и слаженной работы. Десятки журналистов из разных стран собрались в историческом здании Большого Манежа, построенном в 1817 году в честь 5-летия войны 1812 года. Это федеральный памятник, и уже в 4-й раз он принимает Международный пресс-центр для освещения юбилейных мероприятий, и в этом году посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В здании 5 этажей. Зал на 1-м этаже снабжен всей необходимой техникой для работы. Компьютеры, подключенные к скоростному Wi-Fi, принтеры для печати рабочих материалов. Единомоментное, это большое многофункциональное пространство, может принять свыше 2500 журналистов из разных стран. Здесь 400 рабочих позиций вместе с компьютерами. Именно отсюда, из здания Большого Манежа, при поддержке ВГТРК транслируются материалы с различных торжеств на весь мир. Если вы обратите внимание, за моей спиной и по всему периметру экраны, на которых транслируется инфоканал
Он специально создан для работы здесь, внутри помещения Международного пресс-центра, и осуществляет вещание о мероприятиях юбилейных торжеств на русском и английском языках. Помимо рабочей зоны в 5-уровневом здании имеются зоны отдыха. Услуги здесь бесплатны для всех сотрудников прессы. Есть стенды партнеров различные для того, чтобы наши гости могли отдохнуть между мероприятиями. Есть также ресторан, то есть все необходимые условия для журналистов. В здании манежа имеется специальная площадка для проведения всех видов мероприятий, брифингов, торжеств и других событий. Здесь собираются все журналисты, отсюда они отправляются на юбилейные мероприятия, сюда они возвращаются. Здесь они общаются со своими студиями, редакциями в разных уголках мира. В локации Почты России журналисты могут приобрести открытки и марки, посвященные 80-летию Победы. Почта России традиционно принимает участие в работе Международного пресс-центра юбилеев Победы, и этот год не стал исключением. В этом году мы обеспечиваем бесплатную отправку открыток для всех гостей и сотрудников пресс-центра, для всех журналистов, как по России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, то есть по всему миру отправляем без каких-либо ограничений. А на стенде Сбербанка можно купить памятные монеты или обменять валюту, а еще отдохнуть в перерыве. Рассказываем о работе военно-полевой почты через нашу инсталляцию, через интерактивную панель, то есть на русском и английском языках можно познакомиться с большим объемом исторической информации. Главная цель данного проекта – возможность ознакомиться с богатой историей Почты России и Почты СССР времен войны. Следует отметить интересный факт, связанный с работой Почты России времен Великой Отечественной войны. Например, более 300 почтальонов военно-полевой почты были награждены званием Героя Советского Союза. Также с партизанскими отрядами работали почтовые голуби, то есть голуби были партизанами и доставляли десятки, сотни, тысячи донесений. И таких фактов на самом деле очень-очень много. На одном из этажей РЖД посвятил свой стенд железнодорожникам, которые обеспечивали бесперебойные поставки вооружения на фронт. Внутри кабины импровизированного паровоза стоит симулятор. С его помощью можно почувствовать себя машинистом времен Великой Отечественной войны. Работа в пресс-центре активно продолжается, ровно так же, как и подготовка к Параду Победы. Журналисты заполняют комнаты с компьютерами и готовят свои репортажи для эфира. И мы продолжаем свою работу. Анна Лагвилава, Джамбул Чхапелия для Абхазского телевидения из Москвы. Делегация Минобороны Абхазии во главе с министром Владимиром Ануа отбыла в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита 8 мая состоится встреча Владимира Ануа с министром обороны России Андреем Белоусовым. В Параде Победы на Красной площади примет участие и секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. Официальное приглашение поступило от секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Михеевой. 9 мая в Сухуми пройдет акция «Бессмертный полк». Начало сбора колонны в 10 часов 30 минут на площади Свободы у здания бывшего Совмина. Колонна «Бессмертного полка» пройдет от площади Свободы по улице Гулия до проспекта Леона, а затем к набережной Махаджиров, откуда направится в сторону памятника неизвестному солдату. Организаторами акции выступают представительства Россотрудничества в Абхазии совместно с Государственным музеем боевой славы, посольством России в Абхазии при поддержке администрации Сухума, Госкомитета по делам молодежи и спорту и Абхазского госуниверситета. За 4 месяца текущего года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 1 миллиард 687 миллионов рублей при плане в 1 миллиард 543 миллиона. Выполнение составило 109%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 144 миллиона 268 тысяч рублей. Самые высокие показатели перевыполнения плана по районам у Сухума. Самые низкие от Кварчалского района.
7 мая с 16 до 18 часов будет частично ограничено движение автотранспорта на повороте на Старый поселок в Сухуме, сообщает столичная администрация. Это связано с асфальтированием дороги. Движение будет полностью ограничено 8 мая с 18 часов до утра. Ремонтные бригады планируют в ночь завершить все работы. А сейчас расскажем о погоде. В четверг, 8 мая, в Абхазии ночью без осадков, днем местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.